Устал сегодня, но я тебе немного помог. Майонез купил. Майонез – мечта хозяйки. Настоящий, любимый, заботливый. Новая коллекция кухонной техники «Горенье бай Старк». Создана Старк, выбрана вами. Сайхалы севімлі сейірділер, селям алейкум, саба шерифлеріңіз мүбарекке хайырлы болсын. Эфирде софраға бұйрымыз программамыз Вемен Айши Джевдетова. Бүгінгі мұсафырмыз пек ажайы бірінсан Гульнара Ильясова, Мераба газетаның баш муарирі. Хош келдің, Гульнарочка. Селям алейкум. Очень рада тебя видеть на нашей уютной кухне. Спасибо. Как настроение? Все Отличное, хорошо? да. Выглядишь замечательно, машалла. Вы тоже. Расскажи, что будем готовить. Мы сегодня с вами будем готовить янтах по Янтах. рецепту моей бабушки. Янтох пек севем, Гульнара. Янтах пексивес пек гузельдер. А для этого нам нужен лук, для этого нам нужно масло, нам нужен фарш и, естественно, нам нужна мука, соль и специи. На янтох тесто довольно-таки делается быстро. Быстро легко. и просто. Приступим? Да. Да, конечно. Бисмилля, деп. Бисмилля, да. Приступим. Так, а я, наверное, займусь фаршем нашим, да? Да, если можно, мне, Помогу пожалуйста, ложку. Ложечку, конечно, можно. У нас все под рукой. Ложка, пожалуй, и мне нужна. Как дела у газеты «Мераба», Гульнара? У газеты «Мераба» дела нормально. Мы пишем статьи интересные. Мы пишем обо всем, что происходит на территории нашего многонационального полуострова. Ну, во-первых, наверное, я хочу о газете вообще рассказать. Наша газета была учреждена в ноябре 2015 года. Учредителем выступил, получается, Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан. Мы входим в состав медиацентра имени Исмаила Гаспринского. У нас еще есть, ну вот получается, кроме газеты «Мераба», газета «Яна Дунья» и журнал «Йылдыз». И мы еще кроме этого мы занимаемся выпуском, получается, газет, журналов о депортированных народах. То есть такие темы у вас достаточно важные. Да. Если можно. Конечно. А вы, как долго вы работаете в газете «Мераба»? Сразу ли стали главным редактором? Ну, нет, конечно же, я не стала. Чего начинали? Сразу. Мне когда предложили, получается, стать главным редактором газеты «Мераба», ну, я, если честно, сомневалась, потому что у меня нету такого богатого опыта еще, и это... Я понимала, что это очень даже большая ответственность. Но все-таки опыт журналиста был, наверное, да? Опыт журналиста был, но у меня опыт журналиста, ну, маленький, так сказать. Всего около 1,5 лет было. Но я с 16 лет я публиковалась в журнале «Йылдыз». Вот. Публиковалось это что было? Статьи или Это стихотворения? были мои собственные, получается, стихи и рассказы. Харам-татарджи? Да, да. На крымско-татарском языке я писала. Машалла. И пишу сейчас. Я тоже по сей день. А вот в газете у вас можно отослать свое, допустим, какое-то творение, стихотворение, либо статью? Вы опубликуете? Да, конечно, мы открыты. Как это бывает? Вы как-то сами редактируете, да? Если на наш электронный адрес наши читатели присылают свои статьи, мы их
получается, читаем. Потом корректируете, Потом, да? да, мы их, получается, редактируем, и если эта тема актуальная, мы их обязательно у себя в газете, Размещаете. да, размещаем. Машалла. Так что Да. я скоро отправлю вам свое Да, стихотворение. Ждите. если среди наших телезрителей есть люди, которые пишут, то мы открыты для сотрудничества, и мы можем опубликовать их заметки. Кроме этого, с января этого года вот у нас уже появилась возможность, получается, печататься и на крымско-татарском языке, потому что мы открыли отдельную крымско-татарскую страницу, которую мы назвали Чокрах. Машалла. Она на крымско-татарском языке. Отдельная у нас есть такая тоже страница. А какие темы более востребованы, так скажем? Что самое читаемое на сегодняшний день? На страницах нашего издания мы стараемся осветить любые тематики, которые могут быть интересны для наших непосредственных Читателей, читателей. да? А что, к примеру? Вот какие-то исторические важные события, наверное, да, там озвучиваете? Да. Либо что? Да, Какие рубрики мы- интересные? Очень даже интересная у нас вот получается рубрика, это Крымско-татарский бессмертный полк, где мы освещаем и пишем об историях людей, которые воевали в Великой Отечественной войне. Эту рубрику у нас ведет, получается, доктор исторических наук Владимир Евгеньевич Поляков. Эта информация, могу сказать со стопроцентной уверенностью, что это информация, которую он нам предоставляет, эта информация является уникальной, потому что ее нигде нет, потому что Откуда он ее черпает? Владимир Евгеньевич, он сидит в архивах и это все тщательно изучает и предоставляет нам свои статьи. Ну, это прекрасно, что непосредственно историк занимается Да. такими статьями. Еще, кроме этого, мы, естественно, занимаемся различными социальными проблемами. То есть, если у кого-то в селе есть определенная какая-то проблема, которую они не могут получается, решить, да, они могут нам написать письмо, и мы уже сделаем официальные запросы в органы местного самоуправления. Ответы, между прочим, очень даже хорошо приходят, и мы на основании уже этих ответов мы пишем свои статьи. Кроме этого, мы пишем об истории крымских татар. У нас есть... Я, кстати, обратила внимание в вашей газете на крымский календарь. Он такой необычный, расскажите. Да, он у нас очень такой необычный. Мы вот... Откуда возникла идея именно такая сделать такой календарь? Идея возникла еще до моего прихода в эту газету. Вот я ее, можно сказать, что я ее просто, вот, получается, продолжила эту идею. Мы там пишем обо всех событиях, которые произошли на территории нашего полуострова, которые связаны с историей нашего народа и еще народов, которые проживают на территории Крыма. Мы не останавливаемся только на истории, получается, крымских татар. Мы пишем и об армянах, и о евреях, и о немцах. Крым наш многонациональный, поэтому я Да. считаю, что это правильно. Да. Озвучивать всех. Да, потому что посредством нашего издания мы хотим, получается, привлечь внимание всех жителей нашего многонационального Крыма. Заинтересовать Да. всю аудиторию. Да, и объединить его вокруг одного издания. Вот, если- А есть какие-то у вас рубрики развлекательные, так скажем? Естественно, у нас вот на последней, получается, полосе, на 8-й, у нас там очень много информации такой. И вот с января этого года у нас появилась отдельная, получается, рубрика, которая называется «Наш полуостров в объективе». Мы нашли уже, получается, многих фотографов, которые откликнулись и которые присылают свои Работа. фотографии нам на адрес нашего издания. Вот, и мы их, получается, размещаем. Там Это какие-то пейзажи крымские? Да, пейзажи, да.
А для деток что-то есть? Для деток у нас тоже есть отдельная, получается, рубрика. Она тоже размещается на 8 полосе. Она называется «Слово маленьким экспертам». Еженедельно мы, получается, публикуем вопрос на последней полосе, и получается, дети присылают свои ответы на эти вопросы. Самые лучшие, самые такие, получается, интересные, мы их опубликуем. Да. И фотографии, естественно, этих детей. Очень даже такая интересная, живая и востребованная получилась у нас 8 полоса. Еще кроме этого, на 8, получается, полосе у нас есть постоянная тоже рубрика, которая называется «Что читаем?». Я ее автор, веду я ее уже с февраля прошлого года. Вот. Мы посредством социальных сетей отправляем смс, такие, получается, рассылочки, и люди присылают свои ответы на тему, что же они читают, и чтобы они могли посоветовать, получается, почитать для наших непосредственно читателей. А я начала уже печь наш первый янтых, а помогает мне в этом прекрасная техника горения. Выбирая технику для кухни, мы хотим только лучшее. Горение предлагает умную технику, с которой на кухне вам не будет равных. Горение создано для вас, выбрано вами. Кстати, у нас есть постоянная, получается, рубрика, которая называется «Спрашивали, отвечаем», где наши читатели на наш электронный адрес присылают свои вопросы, и мы стараемся на них ответить. В основном эти вопросы, получается, касаются именно законодательной базы. Люди спрашивают о том, возможно ли им встать на квартирный учет, есть ли, получается, какие-то льготы. Вот. И мы отвечаем на эти вопросы, мы даем юридические консультации. Естественно, все наши юридические консультации, они основываются на законодательной базе Российской Федерации. Вот. И очень много есть уже отзывов, люди очень даже благодарны, потому что наши ответы на самом деле им очень даже помогают. Ну, конечно, актуальные вопросы. Да. Люди получают ответы. Вы вот у меня еще спрашивали по поводу, вот, получается, развлекательных тоже программ. Хочу отметить, что вот недавно, перед Новым годом, относительно у вас был новогодний большой концерт на телеканале «Милет». Да. Наши журналисты, естественно, посетили этот концерт, сделали большой такой фоторепортаж с этого концерта. И у нас есть активное, получается, сотрудничество с вашим телеканалом «Милетом». И вот мне пришла такая идея, я смотрю вашу передачу «Софрага Буйрнес», и нам приятно. Да, и мне пришла такая идея сделать отдельную, получается, рубрику, которая будет называться «Софрага Буйрнес». Ух ты! Да. Мы будем освещать, получается, деятельность вашей тоже этой самой программы и публиковать, получается, рецепты. Да, ваши рецепты и гостей ваших. Дорогие телезрители, скоро и в газете «Мираба» будете нас смотреть. Да. Все, кто пропустил передачу, не успел посмотреть, почитайте в газете «Мираба». В газете «Мираба», да. Кроме этого, мы можем опубликовать ссылку на ваш сайт, где люди могут уже посмотреть саму эту программу с «Софрага Буйрнес». А я напоминаю, что официальным спонсором кулинарного шоу «Софрага Буйрнес» является торговая марка «Мечта хозяйки». Майонез «Мечта хозяйки» – это классический состав, классический вкус. В составе с отборными ингредиентами «Мечта хозяйки» – это такая доскональность, ну просто пальчики оближешь. «Мечта хозяйки» – гарантированно вкусный результат. Наше блюдо готово, ты меня сегодня угощаешь таким красивым и вкусным янтахом, а я тебя в свою очередь угощу вкуснейшим кофе. Буйр.
Леба Голд, богатый купаж отборных сортов арабики с лучших плантаций мира, подарит вам незабываемый яркий карамельный вкус и цветочный аромат. Сделайте ярче ваш день вместе с кофе Леба Голд. Вкусно? Очень вкусный чаксагов. А петлеросы? Ну что, будем пробовать янтах? Давай попробуем. Смотрите, дорогие телезрители, как красиво получилось. Сейчас мы будем пробовать. Кто-то говорит шимыш, кто-то говорит чобан янтах, кто-то говорит просто янтах. Вот кушаем, пробуем. А что творится? Санада что творится? Як дульбер yaptın. Sağ ol. Pek lezzetli. Sağ ol. Я, кстати, янтох люблю больше, чем чебуреки. Правда? Они легче, чем чебуреки, правда? Да. И мы тоже больше предпочитаем именно янтах, нежели чебуреки. Хозяюшки. Рафинированное подсолнечное масло высшего сорта урожайно, идеально для жарки. Благодаря высокой степени рафинации оно не дымит, не имеет запаха и вкуса, поэтому способно делать привлекательным любое блюдо, сохранив аромат и вкус его ингредиентов. Советую вам урожайно. Гулечка, пожелай что-нибудь нашим телезрителям? Я желаю нашим телезрителям самое главное – это здоровье, потому что если есть здоровье, и все остальное будет тоже. Если есть здоровье, хочется творить, хочется что-то делать, стараться. И хочется жить. Всем здоровья, дорогие друзья! Смотрите нас каждое воскресенье в 10 часов на канале Миллет. До новых встреч! Пока! Устал сегодня, но я тебе немного помог. Майонез купил. Майонез – мечта хозяйки. Настоящий, любимый, заботливый. Новая коллекция кухонной техники «Горенье by Stark». Создана Stark, выбрана вами.